Все, выводить. Ага. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня я вам расскажу одну очень интересную тему, такую как подготовка к беременности и родам. Меня зовут Суханова Екатерина Александровна, я врач-акушер-гинеколог. И сегодняшнее наше занятие подготовил для нас Республиканский консультационный центр в рамках просветительского проекта Академии будущих родителей. Вот. Зачастую многие родители спрашивают, будущие родители, скажем так, спрашивают нас, когда приходят на прием, как же подготовиться к беременности. Да? Конечно, есть и другая сторона, скажем так, этого вопроса. Много людей не готовятся к беременности, они сразу приходят вставать на учет по беременности, но все-таки лучше, конечно, подготовиться. Потому что здоровье будущего ребенка, исход беременности зачастую, сама беременность, исход беременности и здоровье ребенка зачастую зависит от того состояния, в котором была мама, когда была зачата беременность. Вот. Чем это обусловлено? Это обусловлено тем, что какой уровень здоровья был у мамы, достаточно ли в ее организме находилось ли в данный момент витаминов, микроэлементов, ресурсов для нормальной беременности, да? Не какие-то токсические ли вещества поступали, не поступали. Это очень важно. Давайте сегодня поговорим, вначале поговорим про здоровье мамы и коснемся здоровья будущего папы. Да? Вот. Самый первый вопрос, вот я вижу, да, какие анализы нужно сдавать перед планируемой беременностью, да? Все очень просто. Вы приходите к акушеру-гинекологу на прием, в женскую консультацию, ну, или к любому доктору, да, акушер-гинеколог, подходите, говорите, что вы планируете, и вам назначается для начала обычное обследование. Это мазки, онкоцитология, УЗИ малого таза, если необходимо УЗИ груди, то есть мы выясняем уровень вашего женского здоровья, да, чтобы не было никаких воспалительных, скажем так, заболеваний, никаких инфекций, чтобы все было нормально. Да. В идеале, конечно же, сдать перед планируемой беременностью на инфекции, такие как хламидиоз, уреоплазмоз, микоплазмоз, вирус папилломы человека. И еще было бы очень неплохо знать, болели вы краснухой, либо не болели. Можно также сдать антитела, кровь. Да? В крови по антителам будет тоже видно, болели вы краснухой или нет. Вот это обязательная, скажем так, вирусная инфекция, про которую мы должны знать, была она в организме или нет. Потому что беременным женщинам краснухой болеть крайне нежелательно. Вот. И, конечно, хороший вариант, если вы ей болели уже в детстве когда-то. То есть эта болезнь будет вам не страшна во время беременности. Опять же, если будут выявлены какие-то инфекции, да, передаваемые половым путем, их можно вовремя пролечить, и чтобы вы в беременность уже вступали абсолютно здоровым человеком. Вот. Это программа минимум. Программа максимум. Вот вопрос тоже поступил, нужно ли идти к терапевту, да? Тут нужно знать, скажем так, есть ли у вас какие-то хронические заболевания. Если хронических заболеваний у вас никаких нет, то, в принципе, похода к гинекологу будет достаточно, да, и сдачи общеклинического, скажем так, обследования рядовых будет достаточно. Если же у вас присутствует какое-то хроническое заболевание, особенно если какое-то тяжелое хроническое заболевание, да, то этот вопрос еще надо будет обсудить с терапевтом или с тем специалистом, который вас наблюдает. Допустим, там гипертоническая болезнь, заболевание почек, заболевание легких, да, то есть еще какие-то проблемы, да. Специалист должен дать свое заключение, что беременность вам не противопоказана. Почему? Потому что во время беременности идет очень большая нагрузка на женский организм. То есть напрягаются все ее системы. Сердечно-сосудистая, мочевыделительная, кровь. Ну, все системы. То есть если где-то проблема была и есть, то система может какая-то не выдержать и дать сбой, скажем так. Поэтому женщина, даже если имея какие-то хронические заболевания, должна вступать в самый такой благоприятный период свой, допустим, так называемый период ремиссии или период медикаментозной компенсации. То есть не
вставать в своем, скажем так, самом лучшем периоде здоровья. Вот, это очень важно. Также, если вдруг узкий специалист, бывает, к сожалению, такое, говорит вам, что беременность противопоказана, то действительно стоит об этом задуматься, потому что бывают какие-то диагнозы, к сожалению, несовместимы с беременностью. Например, тяжелые формы там, сахарного диабета, онкология, например, тяжелое состояние, скажем так, сосудов, гипертоническая болезнь, да. Вот, то есть тут надо, конечно, к специалистам прислушаться, потому что они имеют большой опыт и знают, что бывает это несовместимо, да. Вот. Это что касаемо заболеваний. Теперь, что касаемо, вот вопрос тоже вижу. Так. О витаминах. Нужно ли принимать какие-то витамины перед планируемой беременностью, да? Ну, раньше самый важный витамин, который нужно было принимать перед беременностью, это была фолиевая кислота. Необходимая дозировка – это 400 микрограмм в сутки, да? Ну, если вы, скажем так, не запомнили эту цифру, то в аптеке обычно знают, да? Есть также специальные витамины для беременных, то есть можно не только для беременных, но и для тех, кто планирует беременность, тоже в аптеке, не будем сейчас называть торговые марки, да, есть специальные витамины, которые специально разработаны для подготовки к беременности. Все они содержат обязательно фолиевую кислоту 400 микрограмм в сутки. Почему именно фолиевая кислота? Фолиевая кислота – это тот витамин, который в результате многолетних исследований доказал свою эффективность в профилактике пороков нервной трубки у ребенка, ну, сложных пороков, скажем так, генетических, да. Вот. Но в недавнее время у нас в Минздраве, скажем так, совершенствуются нормативные документы, да, то есть этапы наблюдения за беременными, да. И недавно тоже вышел приказ, который также рекомендуют на этапе планирования беременности женщинам принимать профилактические дозы витамина D и йода, а также омеги. Некоторые витамины как раз содержат, витаминные комплексы как раз содержат эти витамины. Для чего? Потому что некоторые, видите, в чем дело, некоторые дефициты, например, вот той же фолиевой кислоты, витамина D, могут спровоцировать развитие проблем как у мамы, то есть во время беременности могут возникнуть осложнения, так и у будущих детей, да, то есть дети должны все эти необходимые микроэлементы получить. Например, фолиевая кислота, да, вот о которой мы только что говорили, она не только защищает ребенка, да, от пороков развития, но она также маму защищает от различных осложнений, связанных с беременностью. Как правило, это все связано с системой свертывания крови. То есть фолиевая кислота, она, если есть какие-то пробельчики, да, она вот это все дело, скажем так, восстанавливает и защищает во время беременности. Если это йод, то йод у нас большая часть России находится, скажем так, в тех регионах, где есть дефицит йода в воде, да, йод очень важный, скажем так, микроэлемент, который влияет на мозг будущего ребенка, да, на щитовидную железу. А щитовидная железа – это тот орган, который влияет на все другие органы эндокринной системы. Вот. Витамин D. Сейчас витамину D тоже огромное значение, скажем так, стали придавать, потому что настолько большую роль он играет в нашем организме, что его даже предлагают называть гормон D. То есть витамин D тоже влияет на наш гормональный фон, на здоровье, на иммунитет. Сейчас в наше непростое время, да, эпидемиологическая обстановка в стране, да, знаете, что тоже рекомендуется принимать витамин D, он очень сильно влияет на иммунитет. То есть это такой витамин здоровья обязательно, да, вот. Ну и, конечно, там правильное питание, да, то есть мама, когда готовится к беременности, да, то есть если она, грубо говоря, там курила, да, употребляла там алкогольные напитки, конечно, это все надо убирать. Есть разные точки зрения, да, есть как бы основная точка зрения, что женщина уже рождается со своим пожизненным запасом яйцеклеток на всю жизнь, да, то есть и все, что она в течение своей жизни принимала,
употребляла, кушала, как жила, какой был уровень здоровья, все это отражается на яйцеклетках. Но есть еще точка зрения, да, что очень важно для генетического материала то, что мама употребляла в последние полгода, да, то есть чем она питалась, какой образ жизни она вела. То есть вот если так совсем в идеале, да, минимум за 3 месяца надо готовиться к беременности, а в идеале за полгода. То есть за полгода постараться исключить своего рациона всякие вредные вещества, да, какие-то химические, там жирное, там может быть копченое, какие-то вот опасные, да, скажем так, вещества. Конечно, там сократить или лучше отказаться от курения, сократить или тоже отказаться от алкоголя, вот, и употреблять в идеале натуральные здоровые продукты, экологически чистые, да, то есть сейчас, знаете, в магазинах, к сожалению, не все у нас экологически такое идеальное, да, если только самим выращивать у себя на даче, там, я не знаю, да, овощи, еще что-то, да, вот, то есть максимально здоровый образ жизни за полгода, ну, хотя бы за 3 месяца надо вести, чтобы вот это все заложить в здоровье будущего ребенка, да. Вот. И что касаемо папы, у мужчин каждые 3 месяца полностью обновляется генетический материал. Полностью. То есть, допустим, если будущий папа 3 месяца не будет пить, курить, будет нормально высыпаться, вести здоровый образ жизни, там не будет пересекаться с токсическими там элементами, такие как краски, еще какая-то химия, да, то он значительно улучшит качество своего генетического материала. Поэтому папе, конечно, тоже в идеале надо готовиться к будущей беременности, вести здоровый образ жизни перед планируемой беременностью, чтобы его детки были здоровы в будущем, да. Ну и, конечно, папе тоже не помешает принимать поливитаминные комплексы, да, фолиевую кислоту для здоровья будущего ребенка. Да, это что касаемо микроэлементов, да. Вот. А если были какие-то гинекологические проблемы, да, если у женщины были какие-то проблемы со здоровьем, да, допустим, нарушение гормонального фона, нарушение менструального цикла, какие-то еще, да, то в идеале, конечно, вступить в беременность на подготовленном фоне. То есть есть специальные препараты, которые налаживают гормональный фон, правильную работу, скажем так, вот цикла, менструального цикла, работы эндометрия, да, то есть можно на этом фоне прямо забеременеть на благоприятном, и тогда зачатие произойдет в идеальное время, скажем так, и скажем так, ляжет в благоприятную почву, да, то есть как акушер-гинеколог хочу вам сказать, что практически прогноз всей беременности, он закладывается в момент зачатия. Многие женщины, когда случается какая-то проблема в середине цикла, они спрашивают, почему так со мной случилось? Может быть, там врачи где-то что-то не доглядели, что-то как-то они не то сделали, почему вот такое осложнение во время беременности возникло? Или бывает, ребеночек как-то не так развивается, да? Мы объясняем, что беременность уже заложилась в момент зачатия. И то, что сейчас происходит, это, скажем так, это последствия того, как заложилась беременность, это эхо. То есть самое главное, да, самый главный вклад в планируемую беременность – это момент зачатия, чтобы он произошел в наиболее благоприятный период. Потому что когда мы уже последствия видим, бывает исправить их уже бывает сложнее, скажем так, бывает поздно. То есть лучше всего это дело предотвращать, чтобы семечко, грубо говоря, изначально упала в благоприятную почву, развивалась, а не на асфальт, да, и не куда-то там, да, в глину какую-то. Вот, это очень важно. Вот. Следующий вопрос у нас. Скажите, пожалуйста, идеальный возраст для планирования беременности? И если уже был первый ребенок, то какой промежуток, идеальный промежуток между беременностями, да? Вот, очень хороший вопрос. Скажу так, у женщины репродуктивный возраст начинается, такой идеальный, с 18 лет.
И в идеале, конечно, как врач скажу, да, чем мама моложе, все-таки тем лучше. Потому что все заболевания и все проблемы, это все-таки они с возрастом накапливаются. Если у женщины какие-то вот генетически определены проблемы в будущем с гинекологией, да, то есть проблемы с зачатием, какое-то эндокринное бесплодие, то бывает, что в молодости, пока вот это все еще не развилось, вот эта проблема, женщины легко очень беременеют, а потом, допустим, когда разворачивается уже вся эта картина, они забеременеть не могут. У нас, конечно, сейчас в обществе другие идеалы. Женщины, как правило, начинают планировать беременность в 30 лет, кто-то в 40 лет планирует беременность. Но все-таки хочу сказать, что чем мама моложе, ну, я не говорю, что там 15-16 лет, да, когда, ну, с 18 лет уже можно, да, скажем так. Ну, как правило, вот когда вы заканчиваете учебное заведение, начинаете работать, то есть такой возраст 21-23 года, ну, вот это, конечно, самое идеальное время, да, когда организм еще молод, полный сил, энергии, если что-то по генетике суждено какие-то быть проблемки, да, то они еще не начались, да, вот это идеальное время для наступления беременности, потому что по молодости все получается легко, и организм еще молодой, потому что с возрастом бывает, нет, у кого-то, конечно, проблем никаких не бывает, но у большинства, конечно, бывает, и поэтому сейчас очень много бесплодия у нас в стране, гинекологических всяких проблем, потому что так называемый синдром отложенной беременности, когда женщины вначале хотят сделать карьеру, а потом рожать детей. А организм-то он, ну, грубо говоря, изнашивается, все равно изменения какие-то происходят. Поэтому в идеале с беременностью не затягивайте, да? Вот, когда планировать, если у вас уже родился ребеночек, когда планировать следующего, да? В идеале, конечно, минимум должно пройти 2 года. Потому что, повторюсь, когда женщина беременеет, ее организм испытывает большие нагрузки, да, то есть опорно-двигательный аппарат. То есть у мамы во время беременности как минимум прибавка 13 килограмм идет, да, смещение центра тяжести, нагрузка на внутрибрюшное давление, то есть нагрузка на вены, нагрузка на почки, нагрузка на сердце, на сосуды, на все органы практически идет нагрузка. Организм во время беременности выполняет очень большую работу. То есть даже если женщина ничего не делает, то ее организм в это время очень, скажем так, работает в 2 раза интенсивнее, в 3 раза интенсивнее. И, конечно, женщине нужно восстановиться, да. Во-вторых, если где-то она недополучает каких-то питательных веществ, микроэлементов, витаминов, то ребеночек, он все равно свое возьмет. Вот. Поэтому у некоторых женщин после рода бывают проблемы с зубами, с волосами, с кожей, да, то есть ребенок, он то, что ему нужно, он все равно получит, а маме нужно, конечно, это все потом восстанавливать. То есть как минимум год-два это идет восстановление. Только после того, как вы восстановились, можно планировать следующую беременность. У нас, кстати, появился вопрос, когда планировать беременность после кесарево сечения. Ну вот, кстати, кесаревому сечению тоже подходит эта цифра 2 года. Почему? Потому что после кесарево сечения остается, ну, рубец, да, на матке. И вот именно через 2 года после операции он, во-первых, с одной стороны уже достаточно крепкий, а с другой стороны еще достаточно эластичный. То есть когда нет вот таких больших промежутков между родами, да, и как бы тоже идеальное время через 2 года. Ну, конечно, это не прямо так через 2 года надо, чтобы беременность наступила, ну, минимум, да, через 2, 3, 4 года. Но минимум все-таки за 2 года женщина должна восстановиться. Вот. Так, какие у нас еще вопросы? Так, ну вот это мы обсуждали по гормональному фону. Да, вопрос такой, если не получается забеременеть.
Ну, смотрите, к счастью, у нас сейчас очень много технологий есть, не таких, как были, скажем так, 100 лет назад, да. Очень большой спектр исследований, которые женщина может пройти, найти причину, да, почему она не может забеременеть, и в зависимости от того, какая причина, решить эту проблему. То есть сейчас, как правило, 90% бесплодия, скажем так, проблема это решается, да. То есть если это какие-то гормональные причины, эндокринные, то мы выясняем причину, почему женщина не может забеременеть, и с помощью восстанавливаем ее гормональный фон. Где-то можем, если свои яичники слабые, можем их простимулировать, скажем так, и женщина забеременеет. Также очень важно тоже будущего папу, да, проверять, потому что сейчас очень много мужского бесплодия. То есть зачастую мужчины, конечно, думают, что у них все хорошо. У них еще бывает такое мнение, что у меня уже есть дети от первого брака, и все было хорошо, а сейчас не получается, да, как мы с вами уже говорили выше, к сожалению, с возрастом у нас здоровье не улучшается, а ухудшается. То есть, допустим, если у мужчины проблем с деторождением в молодом возрасте не было, то они могут появиться в более позднем возрасте. То есть, если в 20 лет у него все было хорошо, у него рождались детки, то в 35-40 могут быть какие-то уже и проблемы, накопиться и дефициты, и всего. Поэтому, если проблема с зачатием, то будущего папу, конечно, тоже нужно отправить в Центр планирования семьи или в Кожвен, сдать очень простой анализ, спермограмму, вот, и по ней тоже будет видно, есть какие-то проблемы или нет. Если проблем нет, то тогда уже мы переходим к более глубокому обследованию будущей мамы, да, потому что у женщины не такие простые исследования, то есть такие, как есть более сложные исследования, как обследование эндометрия, проходимость труб, это такие не всегда приятные процедуры, да, и это и не делается не так быстро, да, как по щелчку пальцев, да. Ну и на крайний случай, если какие-то проблемы не решаются, у нас есть экстракорпоральное оплодотворение. У нас в городе Сыктывкаре работает перинатальный центр, у них уже накоплен огромный опыт, хорошие результаты, и эту проблему можно решить. То есть, в принципе, главное не сидеть сложа руки, да, а обследоваться, лечиться, и я думаю, что все получится. Да. Иногда, знаете, бывает, да, что женщина вроде здорова по всем анализам, по всем исследованиям, а беременность не получается. Иногда бывает, знаете, достаточно наладить здоровый образ жизни, бывает. То есть какой-то женщине сбросить вес, да, какой-то женщине начать прием витаминов, иногда бывает просто витаминов не хватает в организме, начать прием специальных витаминов, да, то есть акушеры-гинекологи знают, какие витамины восстанавливают гормональный фон, и женщина беременеет сама. Иногда бывают проблемы с щитовидной железой, то есть есть какая-то проблема, беременность не наступает, проблемы с циклом. Начинаем обследовать и выясняем, что проблема-то вообще в другом органе, щитовидной железе. А щитовидная железа – это очень важный, да, орган эндокринной системы, который влияет на весь наш гормональный фон, в частности, на здоровье репродуктивной системы и на зачатие. То есть достаточно женщине нормализовать все свои, скажем так, системы здоровья, и беременность наступает естественно. Да? Вот. Тут вопрос есть. А если беременность не планируется в ближайшее время, то какой уровень жизни поддерживать, что, ну, если вдруг она спонтанно произошла, то как бы, ну, это будет нормально. Ну, конечно же, это здоровый образ жизни, да, то есть бывают такие ситуации, когда пара, она не планирует беременность в ближайшие 3 месяца, да, вот как мы говорили, а они просто говорят, ну, забеременеем, нет, не забеременеем. Да, это, конечно, здоровый образ жизни, регулярное посещение врачей, то есть раз в год, как правило, все люди проходят медосмотры у себя по работе или диспансеризацию, да, где их осматривают узкие специалисты, да, а женщину осматривает акушер-гинеколог. Да. То есть это не реже, чем раз в год. В идеале, конечно, 2 раза в год.
посещать специалистов, но не реже, чем раз в год. То есть раз в год сдавать все необходимые анализы, анализ на флору, на цитологию, УЗИ малого таза, УЗИ молочных желез. Если вы поддерживаете здоровый образ жизни, у вас все хорошо, отклонений никаких нет, то без проблем вы можете в любой момент беременеть. Да? А еще если вы в идеале принимаете фолиевую кислоту, то есть фолиевая кислота – это такой, в принципе, витамин, который можно принимать всем людям, не обязательно тем, кто в ближайшие 3 месяца беременность планирует. Да? Фолиевую кислоту, если принимаете, ходите к узким специалистам раз в год, то есть стоматолога обязательно, да, посещать, потому что, например, кариозные зубы – это источник хронической инфекции, который может там повлиять на будущую беременность. Клор тоже раз в год посещаем, то есть может быть какой-то хронический танзелит, гайморит, отит, то есть все очаги хронической инфекции должны быть пролечены, потому что это тоже в будущем, если вы внезапно забеременеете, может как-то повлиять, да, вот. Поэтому человек должен быть всесторонне здоров. Поэтому ежегодно обязательно надо проверять свое здоровье, поддерживать здоровый образ жизни, то есть правильное питание, да, белки, жиры, углеводы получать должен, микроэлементы, витамины необходимые. Да, и, конечно, не химическая пища, а больше натуральной, экологически чистой пищей питаться. Да. Вот тогда в любой момент вам будет не страшно, скажем так, что вы вдруг там незапланированно забеременели, да? Вот. Вот, кстати, вопрос про прививку, да, подошел. Сейчас у нас в стране идет вакцинация от COVID-19 и спрашивают, когда можно беременеть после прививки, да? После прививки минимум должно пройти 3 месяца, минимум 3 месяца. В идеале, конечно, полгода, чтобы у вас сформировался стойкий иммунитет, и во время беременности вы не заболели. Да. Потому что как бы должны быть вы, скажем так, у вас должен быть хороший уровень здоровья, хороший иммунитет, чтобы организм был не ослаблен, и вы не заболели. Это что касаемо прививки. Так, вот еще такой вопрос поступил. У моей сестры был случай, что она не знала, что беременна, и сделала прививку. От гриппа, правда, от гриппа. Вредно ли это? Так, ну смотрите, разберем такую ситуацию. Часто, кстати, вопросы такие задают те, кто планирует беременность, что, допустим, еще задержки нет. То есть менструация еще только по плану должна прийти. Женщина еще не знает, беременна она, не беременна, вообще планировала беременность, не планировала. Но, допустим, был прием каких-то препаратов, антибиотиков или прививка та же от гриппа. Да? Как правило, все, что происходит до момента задержки менструации, оно не может повлиять на будущего плода, потому что первые 2 недели цикла, скажем так, до зачатия, понятно, оно никак не повлияет, а с момента зачатия и ближайшие 2 недели, когда происходит зачатие, потом имплантация, движение оплодотворенной яйцеклетки по трубе, и имплантация, то есть как бы первые 2 недели эмбрион, он не связан с мамой, потому что первую неделю, грубо говоря, он еще двигается по трубе, прикрепляется, и он особо с кровотоком материнским первые 2 недели не связан. То есть будущий эмбриончик, он питается от собственной, скажем так, от собственных структур, от желточного мешочка, да. Поэтому в это время, как правило, вы ему навредить не можете, если вы что-то принимали. Конечно, бывают особые случаи, когда женщина принимала какие-то токсические вещества, действительно очень опасные, еще что-то, да, до момента зачатия. В этом плане всегда можно подойти и проконсультироваться с генетиком. Да? У нас в перинатальном центре есть врач-генетик, и если вот какие-то сложные вопросы, что-то непонятно, можно подойти и проконсультироваться. Она скажет, какие вещества действительно несовместимы с беременностью, потому что не знаю, а какие вещества, да. То есть я повторюсь, что все, что было до времени планируемой, скажем, до задержки, оно, как правило, не могло повлиять на эмбриончика, да. Вот, есть такое, да, что можно посоветоваться. Вот. Ага. Ну, тут как раз
Про генетика спросили, да? Вот. Если есть какие-то генетические проблемы вдруг, то есть вы планируете беременность, и у одного из супругов есть какая-то генетическая проблема, да? Можно ли вообще рожать в таком случае? Тут я вам рекомендую, опять же, обратиться к генетику, да, как это происходит. Вы приходите к врачу, она вам, во-первых, с вами разговаривает, выясняет, есть какие-то наследственные заболевания, еще что-то, у кого в роду были, у мужчин, у женщин. Строится специально такое генеалогическое дерево, по нему уже что-то можно, да, сказать. И также можно сдать будущим родителям кровь на кариотип, то есть на свой генетический состав, и посмотреть, есть какие-то отклонения или нет. Вот. Также, если есть какие-то сомнения, да, сейчас в сроке после 12 недель беременности, да, можно сделать специальный анализ. Есть инвазивный анализ, это амниоцентез, это когда берутся, скажем так, клеточки маленькие плаценты, отправляются на генетический анализ, и по нему уже видно, нормальный хромосомный состав у ребенка или нет. А есть также неинвазивные, дорогие, правда, методы обследования, когда мама просто сдает свою кровь, и в материнской крови присутствуют микроклетки будущего ребенка. И вот эти клетки тоже можно исследовать на генетический состав. И по ним уже, если есть какие-то сомнения. Бывает же, знаете, вот всем, наверное, кто уже был беременным, рожал, знаете, что в 12 недель проводится УЗИ, очень важное на предмет всяких генетических хромосомных отклонений. И если есть какие-то сомнения у врачей, да, либо анализ, который сдается в 12 недель, тоже какой-то сомнительный, то можно как раз убедиться, что все нормально, либо вот с помощью этого исследования, да, амниоцентеза, либо сдать кровь и убедиться, что у будущего ребенка все хорошо, абсолютно нормальный генетический состав, да. То есть такое вполне реально. Вот. Так, какие еще вопросы? Жду вопросов по планированию беременности. В плане, если муж работает в опасных зонах где-то, да, с радиацией, с токсическими веществами, да, то есть я думаю, что по каждому конкретному случаю надо тоже посоветоваться с врачом-генетиком, я думаю. Да, то есть если у вас есть какие-то сомнения, то можно совместно на консультирование пары сходить, вот, и провериться, да. Так, еще вот тут у нас вопрос поступил. Беременность срезу с отрицательной кровью. Можно ли или нет беременеть? Конечно, конечно, срез с отрицательной кровью можно беременеть. Единственное, беременность должна быть запланирована обязательно. То есть, если у вас резус отрицательная кровь, а у папы резус положительная, да, мужчины, то резус отрицательным женщинам категорически нельзя делать аборты. Потому что каждая беременность, каждая последующая беременность расценивается организмом как, ну, такое внедрение чужеродного, скажем так, генетического материала. Поэтому только запланированная беременность рожаем. И есть специальные препараты, которые позволяют свести риск иммунологических конфликтов в будущем. Да? То есть есть специальный укол, скажем так, антирезусный иммуноглобулин, который делается в сроке 28-30 недель и после родов обязательно. То есть бояться беременеть с резус отрицательной кровью не надо. Вот. Единственное, говорю, избегать абортов. И если какое-то инвазивное вмешательство во время беременности происходит, тоже делают антирезусный иммуноглобулин. Как правило, конфликты по резусу бывают крайне редко. По крайней мере, у первых детей тоже, по крайней мере, очень редко бывает. Поэтому не бойтесь, спокойно беременейте и рожайте. А если еще будет резус отрицательный папа, так вообще никакого конфликта не будет, все будет хорошо. Так, ну что ж, если вопросов больше никаких нет, то мы будем с вами заканчивать и подведем итоги, да, подведем итоги. То есть в беременность желательно вступать абсолютно, ну, по максимуму здоровым,
скажем так, если у вас какие-то хронические заболевания, то в наиболее благоприятном периоде нужно вступать. За 3 месяца минимум надо начать прием фолиевой кислоты 400 микрограмм в сутки. Это программа минимум, в идеале специальных витаминов для планирующих беременность, которые содержат омегу, витамин D и йод. Да? Убрать все токсические элементы из своей жизни, алкоголь, курение. Да? Вот, папа тоже должен готовиться, тоже за 3 месяца должен убрать токсические элементы. Ну и, конечно, самое главное, не откладывать беременность на более поздний возраст. Все-таки стараться как-то пораньше забеременеть, потому что пока мы молодые и здоровые, все у нас получается легко и просто, и детки всегда нам легче даются, более здоровые, чем в более позднем возрасте. Благодарю вас всех за внимание. До свидания.